Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял участие в первом саммите Центральной Азии ЕС и Международном Самаркандском климатическом саммите. Туркменистан и ЮНИСЕФ запускают инновационную программу «Зеленая школа». Анонс футбольных матчей на телеканале «Туркменистан Спорт» и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высоко оценил потенциал сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом, определив приоритетными направлениями сотрудничества в данном формате экономику, инвестиции, энергетику, транспорт и торговлю. Об этом он заявил в своем выступлении на саммите Центральной Азии и Европейский Союз, который состоялся в Самарканде в пятницу. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что политико-дипломатическое взаимодействие между странами Центральной Азии и Европейским Союзом может оказать значительное конструктивное влияние на общую обстановку в регионе. Кроме того, президент Туркменистана подтвердил готовность предоставить инвесторам ЕС максимально благоприятные условия и пригласил европейские компании к присутствию на туркменском рынке. Считаем, что торгово-экономическое партнерство сегодня нуждается в серьезном рассмотрении с точки зрения его эффективности и соответствия объективным возможностям, добавил глава государства. В Самарканде президент Сердар Бердымухамедов также принял участие в открытии первого международного климатического форума. В своем выступлении глава государства отметил, что технологическая и методическая помощь Евросоюза может позитивно повлиять на решение проблем с водой в Центральной Азии. Позиция Туркменистана в вопросах водной политики в регионе известна. Они должны решаться на основе трех ключевых принципов: соблюдение международного права, взаимный учет интересов, привлечение международных организаций и, в первую очередь, ООН, сказал глава государства. В Туркменистане стартует кампания по привлечению абитуриентов. Начиная с середины апреля в вузах страны будут проходить дни открытых дверей для всех желающих поступать в 2025-2026 учебном году. Одним из первых о проведении дней открытых дверей объявил Туркменский государственный институт экономики и управления. Встреча с потенциальными абитуриентами состоится 15 и 16 апреля в 15:00. 14 и 19 апреля с 14:00 до 19:00 День открытых дверей проводит Туркменский государственный институт физической культуры и спорта. Будущие абитуриенты смогут встретиться с преподавателями факультетов, кафедр и получить квалифицированную консультацию по всем вопросам поступления. Министерство образования Туркменистана и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании по реализации совместной программы «Зеленая школа». Эта инициатива направлена на преобразование участвующих в программе школ в устойчивую энергоэффективную среду обучения. Данная инновационная программа является первой в своем роде в Центральной Азии и позволит учащимся и преподавателям решать вопросы климата через продвижение креативного подхода, экологического участия и устойчивого развития. В маленьком итальянском городе Пьева-де-Солиго введены новые ограничения для государственных служащих. Мэр распорядился убрать все кофейные автоматы из здания городской администрации и библиотеки с целью сократить непродуктивные перерывы сотрудников. Согласно заявлению мэра Стефана Салдана, чрезмерное время, проводимое персоналом за кофейными паузами, создавало проблемы для посетителей, которым приходилось долго ждать, пока служащие беседовали за чашкой эспрессо. Власти округа Монтгомери, штат Пенсильвания, представили нестандартное решение проблемы превышения скорости. На одной из дорог округа появилась специальная волнообразная разметка, создающая оптическую иллюзию извилистой дороги. Необычный дизайн дорожной разметки был внедрен в ответ на многочисленные жалобы жителей. По их словам, водители регулярно использовали Грейс Лейн как сокращенный маршрут между двумя главными магистралями и часто превышали допустимую скорость. В качестве решения было предложено сделать дорогу визуально менее привлекательной для быстрой езды. Телеканал «Туркменистан Спорт» представит туркменским болельщикам прямые трансляции матчей ведущих европейских футбольных чемпионатов. В рамках насыщенного футбольного дня зрители смогут увидеть встречи английской премьер-лиги: Эвертон, Арсенал и Астон Вилла, Ноттингем, матч испанской Ла Лиги между мадридским Реалом и Валенсией и встречу итальянской серии А Милан, Фьорентина. Туркменская спортсменка Елена Григорянц второй год подряд выступит под флагом Туркменистана на престижном международном мероприятии Global United Body Combat Event в Гааге.
Масштабное благотворительное событие соберет более 1500 участников со всего мира. Мероприятие объединит свыше 100 международных представителей из 45 стран для проведения масштабной тренировки, направленной на сбор средств в борьбу с раком. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.